визита в Москву. Пресс-конференция президента Рауля Хаджимба. Выборный сезон открыт. Началось выдвижение кандидатов в депутаты органов местного самоуправления. День защитника Отечества – общий праздник бывшей страны. Итогом двухдневного рабочего визита в Москву и переговоров с президентом России Владимиром Путиным 18 февраля была посвящена пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба. В ходе встречи президентов Абхазии и России был обсужден широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим укреплением союзнических отношений в контексте реализации договора между двумя странами. Затрагивались темы железнодорожного кредита и улучшения ситуации на абхазо-российской границе. Встреча президентов Абхазии и России Рауля Хаджимба и Владимира Путина длилась более часа. Путин подтвердил намерение продолжать развивать равноправное сотрудничество с Абхазией. Реализуются конкретные статьи российско-абхазского договора о союзничестве, например, в сфере выплаты пенсии. Ожидается увеличение зарплат отдельным категориям бюджетников. Финансируется несколько социальных проектов, заложенных в российской инвестпрограмме. Встреча с президентом России заслуживает самой высокой оценки как по содержательной нагрузке, так и по атмосфере взаимного доверия, которая свидетельствует об успешном развитии и больших перспективах российско-абхазского сотрудничества. Владимир Путин дал руководителям различных российских ведомств ряд важных для Абхазии поручений. Президент Абхазии перечислил, какие именно. Они касаются, в частности, снятия с Абхазии обременений, связанных с железнодорожным кредитом, качественного повышения возможностей нашей банковской системы по кредитованию реальной экономики. Речь идет о докапитализации нашего банка в сумме порядка 2 миллиардов рублей. Также Владимир Путин дал задание профильным ведомствам Российской Федерации разработать упрощенную процедуру приобретения гражданами Абхазии гражданства России. Это в основном пенсионеры, которые тем самым получат доступ к российскому пенсионному обеспечению. Президенты Абхазии и России не обошли своим вниманием ситуацию в энергетической отрасли Абхазии. На встрече Рауля Хаджимба с министром энергетики России Александром Новаком было принято решение создать совместную рабочую группу, которая займется выработкой предложений по выходу из кризиса. Уже сегодня в Москву на консультацию отправился гендиректор Черноморэнерго Аслан Басария, сообщил Рауль Хаджимба. Да, мы говорили и с президентом России по этой ситуации, и он непосредственно даже в моем присутствии позвонил министру энергетики Новаку и предложил пути решения этой задачи. С учетом наших как раз таки конкретных предложений, это возможность восстановления перепадных станций и возможность возрождения работ по малым нашим станциям, которые были еще в советские времена. Это, я думаю, не самые большие объемы, но они могут быть подспорьем к нашей работе. Президент России по просьбе своего абхазского коллеги также дал поручение восстановить движение по старому пешеходному мосту через реку Псоу. Это, по словам Рауля Хаджимба, повысит пропускную способность Абхаза российской границы. Мы, надеюсь, сумеем договориться, и российская сторона предпримет усилия для того, чтобы улучшить качество работ и усилить количественным штатом, необходимым для того, чтобы эти работы проводились быстро и оперативно. Российская сторона это доказала в прошлом году. Суточные бывали, как говорится, нормы прохождения людей достигали до 60 тысяч человек. И практически особых заторов на границе в прошлом году не было. Россия окажет Абхазии помощь в строительстве в Гулрипском районе нового корпуса тюрьмы, сообщил журналистам Хаджимба. По словам президента, церковный вопрос и тема продажи недвижимости иностранным гражданам на встрече не поднимались. Президент Абхазии пригласил своего российского коллегу посетить республику и выразил надежду, что в скором времени этот визит состоится. Елена Лолу, Алексей Агуха, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. Полностью пресс-конференцию президента Абхазии Рауля Хаджимба смотрите сразу после новостей. Выборы в органы местного самоуправления Республики Абхазия назначены на 3 апреля этого года. 23 февраля началось выдвижение кандидатов. О том, что необходимо для тех, кто желает баллотироваться в депутаты и как прошел первый день регистрации инициативных групп в столице, репортаж Налы Мукба.
Предыдущие выборы в органы местного самоуправления состоялись 12 февраля 2011 года. По закону срок полномочий избранных депутатов должен был истечь еще в феврале прошлого года. Но в 2014 депутатами было принято решение о продлении срока на год. Для проведения выборов были приняты поправки к Конституции, внесены изменения в законы об управлении в административно-территориальных единицах и о выборах в органы местного самоуправления. Только в Галском районе из-за незавершенной программы по паспортизации выборы перенесены на февраль 2017 года. С 23 февраля началась регистрация инициативных групп по всем округам и районам республики. Уже в первый день в столице было зарегистрировано несколько инициативных групп. На сегодняшний день зарегистрированы 3 инициативные группы по 2 округам. Все необходимые мероприятия для подготовки выборов проводятся с нашей стороны. В соответствии с законом о выборах в органы местного самоуправления, если ранее избираться в депутаты могли граждане Абхазии, достигшие 18-летнего возраста, то теперь возрастной ценз увеличен до 25 лет. Изменения произошли и в разделении по округам. Количество избирателей по округам разнились и не было пропорционально, поэтому мы постарались, насколько это географическое расположение округов позволяли, сделать это. И на сегодняшний день все округа, все 26 округа разбиты на одинаково равное количество избирателей. Это то есть приблизительно около 1500 избирателей на каждый округ. Уже созданы участковые комиссии, которые должны наблюдать за ходом выборов. Чтобы выставить свою кандидатуру, необходимо собрать от 50 до 70 подписей. Этот порог может на начальном этапе проверить готовность кандидата в депутаты к работе. Я планировал по одному округу, сейчас чуть поменялось, просто я знал свои электоральные возможности, на что рассчитывал, и сейчас чуть это сдвинулось, но в этот момент тоже я с ним проговорим и, скорее всего, буду выдвигаться. Выборы в органы местного самоуправления пройдут 3 апреля. Депутаты будут избраны сроком на 4 года. Регистрация кандидатов, начавшаяся 23 февраля, продлится до 13 марта включительно. Нала Мукбасаида Кухава, Абхазское телевидение. Готовятся к выборам в органы местного самоуправления и в Ачамчире. По сообщению из районной избирательной комиссии, в районе организован 31 избирательный округ. В 2 селах Мык и Мыркула по 2 участка. По предварительным данным, количество избирателей 16 275 человек. Созданы окружные избирательные комиссии. Начался прием документов от инициативных групп по выдвижению кандидатов. Ачамчирская районная избирательная комиссия начала свою официальную деятельность 23 февраля 2016 года. С сегодняшнего дня к нам приходят инициативные группы, которые представляют своих кандидатов в депутаты районного собрания. Соответственно, они прилагают все необходимые документы и пишут заявление на имя председателя Агарба Михаила Григорьевича. 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Праздник уходит корнями в далекое прошлое и имеет большую общую для всех народов бывшего СССР историю. Сария Смыр продолжит тему. Изначально 23 февраля праздновался как день рождения Красной Армии. Официально праздник стали отмечать с 1922 года как День Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского флота. После распада СССР 23 февраля было переименовано в День Защитника Отечества. В Абхазии праздник 23 февраля отмечают не столь масштабно, но все же не обходят стороной. Если для простых граждан это обычный день, то у военнослужащих все не так просто. Рота строится на развод. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаем, товарищ майор! Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества! Ура, товарищи! Ура! 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 Генерал-лейтенант Владимир Арш послужил в советской армии. С днем 23 февраля у него связано много воспоминаний. Я, наверное, скажу, что больше 23 февраля мне запомнилось даже не столько в Афганистане, сколько когда служил в ГСВГ в Германии. Я помню, 23 февраля у нас было торжественное прохождение маршем
где первый раз я проходил в качестве знаменосца полка. Флаг, это вы знаете, боевое знамя, вернее, в каждой войсковой части, это пост номер 1, это очень серьезно, это очень ответственно. Ну и меня распирала гордость, что мне как бы поручили это делать. На улицах практически все в один голос уверяли, что они обязательно будут отмечать этот праздник. Многие в кругу семьи, другие же с боевыми товарищами или с армейскими друзьями. Для нас этот праздник особенный. Садимся все за стол, поздравляем. У меня погибли отец, 2 мои родные дядечки. Поминаем. Настоящий мужской праздник. Ну, какие у меня могут быть воспоминания? Все только самые лучшие. Хорошие. Вот сейчас мы тоже в Минобороне на работе тоже отмечали. Я работаю в оркестре. В Минобороне вот отмечали этот праздник. Среди опрошенных нами были и те, кто проходил службу в советской армии. Для них этот праздник особенно важен. Для молодых не знаю, но для таких, как вы, уже старенькие, этот праздник для нас всегда как праздник идет. В Абхазии есть свой праздник защитников Отечества, но вряд ли будет лишним еще один день в календаре, позволяющий мужчинам иметь свой праздник, а женщинам лишний раз поблагодарить и поздравить сильную половину человечества. Сария Смыр, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба поздравил министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с Днем защитника Отечества. В этот день мы отдаем дань светлой памяти тем, кто ценой своей жизни подарил нам право на мирную и спокойную жизнь. Чествуем тех, кто верно служит Родине, надежно отстаивает ее интересы, охраняет мир и покой граждан, отмечается, в частности, в поздравительной телеграмме. Представители РУВД Галского района посетили ветеранов-инвалидов Отечественной войны народа Абхазии в Республиканском реабилитационном центре в Гагре. Они поздравили с Днем защитника Отечества ветеранов-воинов, ставших на защиту Абхазии в 1992-1993 годах, и дали высокую оценку их заслугам перед Родиной. О том, как прошла встреча, расскажет Белла Кварчия. Приезда сотрудников Галского РУВД в реабилитационном центре не ждали. Это был сюрприз для ветеранов. Прямо в фойе гостиницы, где расположился центр, состоялось импровизированное торжественное мероприятие. Гости поздравили ветеранов с праздником 23 февраля, подчеркнув, что именно их воинский подвиг принес Абхазии независимость. Абас хокус яха абра хайт абра шудна халот абзиран тш згайзат яхадна халико абснегм хад шарт хашса ахштутани хашуго ахан хахвштоп хашзум итуб дузна шахул. Сегодня в реабилитационном центре поправляют здоровье 38 ветеранов. Здесь они проходят физиопроцедуры, массаж, получают лечебные ванны. Аслан Усманов – доброволец из Чечни. Вот уже 4-й год лечится в центре после ранения позвоночника в боях за Шрому. Рассказывает, что внимание и забота персонала и друзей ветеранов помогают справляться со всеми трудностями. Я 20 лет залечил ветераны, несколько раз в Москве, 5 операций сделали. Но здесь хочу выразить огромную благодарность этим медсестрам, сковорцы. Они просто меня по очереди вытягивают. Состояние было очень тяжелое, рана у меня начала очень сильно сочить. Сейчас я себя чувствую очень хорошо. Самое главное, он духом не падает. Он, наоборот, иногда бывает, у меня давление поднимется, он мне сразу говорит: ты не падай духом, я всегда с вами. Как он, очень мало людей. Поздравить с праздником ветеранов коллектив РУВД Галского района решил единогласно. Для них эта акция – возможность отдать дань уважения и признательности людям, отстоявшим нашу страну в трудный момент. Небольшой сюрприз хотели сделать, собрались, там небольшая сумма денег, но для них может быть поможет чем-то, внимание уделить. Мы и так знаем, чтобы их не забывать ни государство, ни наш народ, но мы тоже как-то изъявили желание тоже помочь чем-то.
Акция сотрудников РУВД Галского района пришлась по душе ветеранам. Они поблагодарили гостей за внимание и искренний порыв выразить им свою поддержку. Наоборот, очень рады, что так, когда люди приезжают, и очень до вас был Министерство обороны Сухуми. Тоже приехали, нас поздравили. Когда вот так люди приезжают, здесь тоже люди настроение поднимается. Мероприятие продолжилось в банкетном зале, где гости накрыли ветеранам праздничный стол. Была Кварчия, Тимур Гугохья, Абхазское телевидение. Сегодня в 6 часов 11 минут на пульт дежурного МЧС пришло сообщение о пожаре в жилом доме по улице Конфедератов в Сухуми. Сгорела комната в квартире номер 12. Прибывшие на место возгорания пожарные обнаружили тело героя Абхазии Владимира Баранова, 1957 года рождения. В годы Отечественной войны Владимир Баранов был командиром противотанковой батареи. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электроприборов. По данному факту ведется расследование. Это было сообщение пресс-службы МЧС Абхазии. В Абхазии создана новая республиканская общественная организация «Кераза». По словам руководителя организации Дмитрия Дбар, главная цель организации – укрепление государственности страны и консолидация общества. Организация намерена активно содействовать процессу совершенствования и повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб. В нее входят уже более 200 человек. В ближайшее время будет запущен сайт, где будет размещена вся информация о деятельности общественной организации «Кераза». Группа единомышленников создали республиканскую общественную организацию «Кераза». Она оппозиционного толка. Цели и задачи организации просты. Мы осуждаем политику, проводимую нынешними властями, и будем активно высказывать свою точку зрения по всем актуальным вопросам, волнующим общество. Хочу отметить, что одним из главных факторов построения любого государства является соблюдение законности и обеспечение правопорядка. Сегодня мы вынуждены констатировать, что ситуация в этой сфере критична. Политика, проводимая властями, провальна. У нас есть свое видение решения вопросов, и мы намерены активно участвовать во всех мероприятиях, жизненно важных для нашей страны. 23 февраля исполнилось бы 66 лет известному общественно-политическому деятелю, правозащитнику Зурабу Ачба, убитому 15 августа 2000 года. Он многое хотел изменить, мечтал видеть Абхазию образованной, мирной, стабильной. Он мечтал, чтобы абхазы говорили на родном языке всегда и везде, на улице, в школе, в театре. Он говорил, что язык сохранится только тогда, когда во властных коридорах от первого до последнего этажа звучит и витает абхазский язык. Он был прекрасным оратором, разработчиком ряда парламентских документов, один из авторов Конституции 1994 года, был активным участником национально-освободительного движения абхазского народа. Зураб Ачба мечтал создать политический клуб, где каждый имел бы возможность открыто, без опасений, дискутировать о наболевшем. Сегодня такая возможность уже есть. Более 10 лет в центре «Мир без насилия», носящем его имя и возглавляемом Далилой Пилия, работает молодежно-дискуссионный клуб. Ежегодно в память о Зурабе Ачба в день его рождения и день его смерти проводятся конференции и круглые столы с участием молодежи, политических деятелей и его друзей. Итоги работы за 2015 год подвели в администрации Галского района. Перед активом и депутатами районного собрания выступили руководители управлений администрации и глава района. Подробности в репортаже наших корреспондентов. За 2015 год в Галском районе собрано налогов на сумму более 42 миллионов рублей, сказал, выступая перед собравшимися, начальник налоговой службы Роберт Джиба. Таким образом, план перевыполнен на 8 миллионов рублей. Выполнение по видам налогов. Налог на прибыль при плане 3 миллиона 37,1 тысяч рублей выполнено 3 миллиона 696,0 тысяч рублей. План перевыполнено на 658,9 тысяч рублей, что составило 122%. Главным достижением Роберт Джиба назвал двукратное увеличение собираемости земельного налога. При плане 6 миллионов рублей в бюджет района поступило 13 миллионов рублей. План перевыполнен на 202%. Такой высокий показатель стал возможен благодаря работе комиссии по инвентаризации земель, созданной при администрации Галского района.
Процесс инвентаризации до сих пор идет. Это позволит выявить незарегистрированные, но находящиеся в пользовании земли в селах Галского района и, как следствие, дополнительный источник доходов. Заведующая финансовым отделом администрации Нино Глунчадзе сообщила, что дотации из республиканского бюджета в 2015 году при плане 129 миллионов составили чуть больше 108 миллионов рублей. Мы не дополучили дотацию ввиду того, что осталась невыплаченная заработная плата по образованию, здравоохранению и культуре. По подоходному налогу план выполнен у нас на 97%. Недовыполнение 486,6 тысяч рублей. Это вот как раз связано с тем, что недополучена заработная плата из республиканского бюджета по вышеуказанным разделам. По образованию за 6 месяцев, по здравоохранению за 9 месяцев и по культуре за 9 месяцев. Это разница в повышении заработной платы. Начальник отдела соцобеспечения Аутар Сергинава рассказал, что в Галском районе за 2015 год зафиксировано 270 новых получателей пенсии, а всего за истекший год выплачено 46 миллионов рублей более чем 7 тысячам пенсионерам района. Главврач Центральной районной больницы Георгий Шони отметил, что распространение островирусной инфекции и гриппа, из-за чего в республике в начале 2016 года был объявлен карантин, идет на спад. Большой показатель заболеваемости, что привело к летальному исходу 6 наших граждан, жителей Галского района, с подтвержденными диагнозами этого заболевания. Но, слава богу, сейчас все идет на спад, и, скажем так, вот 25 числа уже дети приступают к учебе в школах и в дошкольных учреждениях. Начальник районной электросети Нияз Жиргиная сообщил, что в качестве оплаты за электроэнергию собрано 19 миллионов рублей, что на 3 миллиона больше, чем в 2014 году. По словам начальника управления по сельскому хозяйству Тамаза Цвижба, несмотря на засушливое лето, урожай кукурузы составил 29 тысяч тонн. Председатель районного собрания Юрий Квиквискири в своем выступлении заметил, что увеличение плановых показателей – это результат слаженной работы коллектива администрации Галского района. Коллектив создает и направляет на осуществление стоящих перед администрацией района задач глава администрации района. Если в районе есть успехи, если в районе стабильно решаются социально-бытовые и экономические вопросы, это значит, что глава администрации района знает нужды населения и по мере возможности выполняет задачи, стоящие перед администрацией района. Выполнение земельного налога, если был план 6 миллионов 500 тысяч рублей, то сегодня выполнение 13 500 тысяч рублей. Это большая работа, в которой была создана комиссия во главе начальника управления сельского хозяйства. Глава администрации Галского района Тимур Надарай отметил, что плановые показатели радуют, но прорыва в социально-экономическом развитии района не произошло. На сегодняшний день единственное предприятие с зарубежными инвестициями – это СП «Капитал Инвест». Это Махмутийский бывший цитровый совхоз, он набирает силы. Других инвестиций у нас пока нету. Все-таки с года работы какой-то опыт дал. Вот я год назад очень много там обещаний всяких давал. Сегодня я более сдержан, наверное, поумнел чуть-чуть. И так не раскидываешь. Конечно, я хочу сказать, что есть еще предложения неплохие по тому, что мы здесь производство наладили, и поступили они от многих людей, но теперь я уже сдержанно об этом не говорю, пока не будет реальных людей, реальной работы. Одним из главных препятствий в работе Тимур Надарай назвал отсутствие плана социально-экономического развития района. Он считает первоочередной задачей разработку подобного проекта на ближайшие 3 года, опираясь на стратегию социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Входим в 2016 год с хорошими показателями и с уверенностью и надеждой на улучшение жизни для всех жителей Галского района. Мы надеемся, что люди нас поддержат, и в первую очередь тем, что будут не принудительно, а добровольно платить налоги, ибо, как сказал президент страны, тот, кто не платит налоги, не может считать себя патриотом.
Благодаря финансовой помощи Российской Федерации начат капитальный ремонт рокадной дороги. Стоимость проекта – 153 миллиона рублей. Также планируется ремонт подвалов многоэтажных домов, канализационных сетей, водопровода и реабилитация скважин. По словам Надарая, с вступлением в силу закона о правовом статусе иностранных граждан в Республике Абхазия уже с апреля месяца будет решаться вопрос о выдаче вида на жительство населению Галского района. Амра Амичба, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7-9, днем плюс 18-20 градусов. Температура морской воды плюс 9 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.